Налоговая служба республики передала в суд больше 28 тысяч заявлений о взыскании задолженности по налогам на имущество. А сегодня налоговики вместе с судебными приставами провели рейд по взысканию. Почему якутяне уклоняются от уплаты налогов и с чем сталкиваются инспектора при объезде квартир должников, расскажет Дмитрий Тымыров. Раннее утро, на часах 8, инспектор налоговой службы и судебный пристав-исполнитель делают объезд квартир должников. Первый адрес – Аюнского, 41/1. Федеральная служба судебных приставов. Здесь хозяина квартиры участники рейда не застали дома. В квартире живет брат должника. Судебный пристав-исполнитель передал ему расписку, чтобы должник подошел к судебным приставам и оплатил задолженность. По второму адресу Кирова, 31, на домофон никто не ответил. И мы последовали в следующий адрес Халтурина, 10. Здесь мы хозяина квартиры тоже не застали дома. Он, как оказалось, сдает его в аренду. Квартиросъемщица не знала, что у арендодателя имеется задолженность. Вот мы снимали вот эту квартиру за 10 тысяч в месяц. Мы не знали, что у них долг, они нам ничего не говорили. И вот, все, мы уже ищем другую квартиру уже. Зачем нам такие проблемы? Я не знала, честно. Вот неделя. Мы еще договор не составляли. Это хорошо, еще мы договор не составляли. Но все равно ареста имущества хозяин квартиры не избежал. Участники рейда выписали расписку и передали его квартиросъемщице. Сегодня в рамках рейда Федеральной налоговой службы номер 5 мы установили квартиру должника. И на данный момент мы арестовываем холодильник на основании выданного исполнительным документом, которого являлся судебный приказ. И исполнительное производство возбуждено 23 октября 2017 года. Всего за это утро участники рейда посетили 5 квартир. В рамках рейда было установлено 2 должника, по одному которым описано имущество, то есть составлен акт описи ареста. По второму вручена повестка для того, чтобы должник подошел в отдел судебных приставов и ознакомился с ходом исполнительного производства. Инспекторы налоговой службы просят не уклоняться от уплаты налогов на движимое имущество, ведь этим самым вы делаете плохо только себе. В первую очередь мы направляем требования об уплате налогоплательщикам. Согласно требованиям, налогоплательщикам дается 45 дней для добровольной оплаты задолженности. После этого уже начинается взыскание в судебном порядке. Мы направляем заявление в суд. После того, как суд выносит судебные акты, мы направляем их в службу судебных приставов для дальнейшего взыскания. Напоминаем, что 1 декабря наступает срок уплаты имущественных налогов физических лиц, таких как транспортный налог, налог на имущество физических лиц и земельный налог. Налоговые инспекторы отмечают, что только за этот год было направлено 78 тысяч требований об уплате налога на общую сумму 147 миллионов рублей. Дмитрий Тымыров, Владимир Павлов, Якутск.